Хорошо. Дмитрий, большое спасибо. Еще раз я хочу всех поприветствовать, прежде чем мы совершим молитву. Бердигистях, Нанцы, я не знаю, как сегодня, кто еще есть с нами. В прошлый раз были Чурапча, какие-то, возможно, другие места. Если вдруг я вас не назову, не обижайтесь и не печальтесь, вы все равно с нами, вы с Господом. И хорошее время у нас. Пусть такое, какое оно у нас есть, на картинках в ваших гаджетах, в ваших смартфонах или компьютерах. Но знаете, как где-то, по-моему, в притчах или написано, что и это пройдет. Это тоже пройдет. Все пройдет. Придут ли более времена лучшие, более трудные. Но так или иначе, однажды мы будем вместе. И хочу вас очень обрадовать. На небесах мы точно будем вместе. Там, где не будет уже никаких вирусов, никаких проблем с выплатами и каких-то других трудностей. Всякая слеза будет утерта, и мы будем с Господом вовеки. Но пока мы здесь на земле, мы люди, мы имеем какие-то ограничения, какие-то не те возможности, какие нам бы хотелось, но не отчаивайтесь, не печальтесь. Поэтому сегодня я прям минимум затрону говорить о том, в какой ситуации находится, скажем так, весь мир, и мы в том числе. Мы и так знаем, в чем мы находимся, мы и так это переживаем, и нам нужно верить и молиться, что мы будем это переживать, или пройдем быстрее, будем переживать меньше, в той части, что Божьей благостью и по вере в Божье Слово мы преодолеем, мы сможем преодолеть то, что сейчас стоит как бы перед нами. Но давайте тогда помолимся, и пусть Господь своей благодатью нас сегодня благословит, укрепит, помажет елеем своей мудрости, вдохновит, чтобы мы могли на самом деле присоединиться к Его Духу, к Его Слову и могли просто взять в свое сердце то, что Бог хочет сказать каждому из вас, драгоценные, там, где бы вы не были на своем месте. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за славную возможность иметь, Господь, это общение. Иметь общение, Господь, когда мы собираемся вместе, не так, как прежде. Но и это не должно печалить нас, Господь. Мы прежде всего едины Духом. Мы прежде всего, Господь, соединяемся с Тобой под крепкую руку, под благодатью Твоей, Господь. И даже если мы, Господь, сейчас на расстоянии, на удалении друг от друга, это не может разделить нас или отдалить. Это лишь временная, Господь, мера, временное ограничение. Все равно однажды мы будем все вместе. Это будет собрание, когда мы соберемся. И также, Господь, верой, когда мы просто знаем, что однажды, Господь, Ты соберешь всех нас в свои обители, Господь, в свой отчий дом. Потому что мы пришельцы и странники. И поэтому просим, благослови, Господь, благослови каждого, Отец, каждого, кто собран со своими нуждами, вопросами, проблемами, неустройствами, Господь, какими-то трудностями. Ты Бог больше, чем все наши трудности, поэтому мы отдаем их Тебе, мы доверяем Тебе, Господь. И просим, Господь, благослови, просто Твой мир пусть наполнит каждого, Господь, пусть вера укрепит, чтобы знать, что Ты больше, Отец, всяких забот и нужд и проблем. И чтобы, Господь, каждый мог сейчас отложить какие-то заботы, может быть, какие-то суету, какие-то печали, неустройства. Ты Бог устройства, Ты Бог мира, Ты Бог порядка. И мы сегодня здесь, Господь, хотим, чтобы Ты говорил в наши сердца своим Духом через Слово Божие. Благословляем Тебя. И просим, благослови нас, благослови свой народ, всех, кто уже с нами, всех, кто подтянется, всех, кто позже будут смотреть на Ютубе, всех, кто сейчас присоединился и будет смотреть в Инстаграме. Спасибо за эти возможности, что мы можем даже таким образом, Господь, простираться и исполнять Твою волю. Когда мы, Господь, где двое или трое, собранные вместе, там Ты посреди нас. Благодарим Тебя, Господь. Аминь. Аминь. Надеюсь, у вас была хорошая неделя в меру, что не случилось ничего, может быть, сложного, хотя кто-то переживает сейчас. У одной из наших сестер есть трудность, но мы благословляем ее.
Вчера ее сестра, она отошла, мы верим Господу, она была в нашей церкви, она принимала Иисуса Христа, но она только остается верить, что она могла это спасение так или иначе сохранить или так или иначе его востребовать. Потому что буквально это было вот короткое время, ее увезли в больницу и далее. Поэтому мы так или иначе мы все проходим через что-то. Кто-то меньше, кто-то, может быть, имел вообще хорошую неделю и такую, как сегодняшний солнечный ясный день. Но если есть кто-то, кто нуждается в утешении, нам всегда хорошо, конечно, ободрять друг друга, утешать. И, как я уже сказал, что сегодня я не хочу много говорить о том, и так всем этим уже пестрит почти 2 месяца все новости, весь интернет, христианский интернет, то, что мы переживаем. Мы еще это переживаем, мы еще находимся в этом, но это не значит, что мы не выйдем из этого. Поэтому давайте пойдем сразу в Слово. И хочу вам дать 3 местописания. Прежде всего, Притчи, 10 глава, 6 стих и 1 его часть. Благословение на голове праведника. Праведника, если он праведник, на его голове благословение, он благословлен. Не задержимся долго, пойдем дальше, просто где-то себе отложите, пометьте, благословение на голове праведника. Притчи, 15 глава, 6 стих, 1 его часть. В доме праведника обилие сокровищ. Когда мы читаем, допустим, это местописание, возможно, кто-то может подумать, что, если человек праведен, если у него все в порядке с Богом, и мы, конечно, читаем это Ветхий Завет, книга притч Соломона, и обилие сокровищ мы можем воспринимать как какие-то изобилия, какие-то блага, особенно материальные блага. Нам всем так иначе чего-то не хватает. Но, конечно, сокровища не умещаются только в наличии зарплаты, я не знаю, продуктов в холодильнике, что-то на счету у тебя в банке или в кошельке, какая-то бижутерия или еще что-то. На самом деле и Ветхий Завет, так и Новый Завет не подразумевает только, что сокровища относятся к материальным благам. Поэтому в доме праведника может быть гораздо больше сокровищ, что касательно, возможно, мира, радости, здоровья, Божьих обетований. Не всегда праведники Ветхого Завета, они что-то имея материальное, они не зависели от этого. То есть они, несмотря на это, простирались к Богу. Что-то приходило позже, какие-то благословения приходили. Но их верность, их доверие Богу, оно проверялось даже в тех моментах, когда у них ничего не было. И давайте посмотрим еще тогда одно местописание из книги Притч. Притча 11 глава, 11 стих. Тоже акцент на первой части, но прочитаем его полностью его. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. На самом деле, когда я готовился к этому воскресному служению, это было загодя уже где-то недели 2 назад, вначале я думал, что я возьму одну тему. Потом это немножко изменилось, и вот последнюю неделю, даже последние, наверное, 2 недели, когда я читал книгу Притч, прям я специально выписывал, я буквально в четверг или в пятницу выписывал все места, где были написаны. Я всего лишь взял 3 местописания, там гораздо больше в книге Притч, конечно, в Библии больше, но в книге Притч достаточно много мест писаний, говорящих о праведнике. Но я взял 3 таких базовых, да, и сейчас просто коротко еще раз пройдусь, да. Праведник, да, на его голове благословение, то есть в его разуме, в его мышлении, это значит в его поступках, это значит в его жизни. То есть это человек, у которого все в порядке. Все в порядке с Богом, и он поступает по-божьему. Он знает Бога, он стремится знать Бога, знать Его пути, ходить Его путями, не нарушать Его пути. И тогда это что-то, что касается его души. Благословение в голове, благословение это в душе, благословение его в мыслях, в его планах, да, в его действиях. И тогда это как следствие в доме праведника обилие сокровищ. То есть если в душе его благословение, то есть порядок в его жизни, да, устройство, мир, то тогда это будет так или иначе, отображаться на его доме, на его взаимоотношениях.
То есть это благословение в его душе, в его жизни. И тогда, в принципе, почему нет, чтобы были какие-то и сокровища, но основные сокровища, как я уже говорил, акцент, это не на материальном. И смотрите, третье, благословением праведных возвышается город. Вот мы сейчас живем в то время, когда много, такого дестабильного, дестабилизация, люди чем-то недовольны, чем дальше непонятно как будет, людям что-то выплачивают, что-то не выплачивают. Непонятно, люди не могут на работу выйти, они не могут нормально зарабатывать. Экономика непонятно в каком состоянии, вообще непонятно куда. В христианском мире поднялось много конспирологии. В мире много конспирологии, то есть это когда всякая мистика, что будет дальше, кто про чипы, кто про вышки, кто еще про что-то. И тогда, знаете, иногда даже на Фейсбуке была одна группа христианская, я просто вышел из нее, я не буду вам рассказывать, про что там было, но люди уже просто то ли от безделья уже, то ли от слишком много времени проведенного на самоизоляции начинают говорить и обсуждать такие вещи, которые, просто не то что даже смешные, но слишком странные какие-то. На грани, если не ересь, ты думаешь, Господи, вы христиане, вы лидеры. Вот. Но Библия говорит благословением праведных. То есть как город, как земля, в которой мы живем, как страна, в которой мы живем, она будет изменяться. Как будет происходить изменения в экономике, в каких-то ситуациях, которые происходят. Да, конечно, власти, то есть это зависит, с одной стороны, от властей, люди ждут, в основном люди ждут, что власть возьмется за руку, там выплатит кому-то, возьмется за рычаг управления, выведет экономику страны, чтобы мы там не от долларов зависели, не от нефтедолларов или еще от чего-то. Но Библия говорит, благословением праведных возвышается город. Аминь. То есть, смотрите, и Библия неоднократно об этом говорит, что мы знаем, что где-то написано в Иеремии, Иезекииле, я точно не помню, но что Бог, Он в том городе, в котором Он нас поместил, чтобы мы молились, чтобы мы благословляли, чтобы и нам было хорошо. В Новом Завете апостол Павел говорит, или точнее даже сам Тимофей говорит, чтобы мы вели жизнь благочестивую, могли молиться. Поэтому сегодня это состояние нашей души, оно должно быть немножко в другом, чем в том, что говорят новости. Немножко не в том, что мы сами где-то даже переживаем. Сегодня так или иначе акценты смещаются, Если мы много смотрим новости, много смотрим в интернете, что говорят люди, есть какие-то люди, которые не согласны с властями, и нас может подхватывать эта волна. Это не совсем правильная волна. Я не говорю, что нам не нужно иметь социальную позицию или какие-то взгляды, может быть, несогласия. Но прежде чем с кем-то не согласиться, сегодня хочу на этом сделать акцент, нам нужно иметь согласие в нашей душе с Божьим Словом. Аминь. Нам нужно иметь согласие в нашем сердце с Богом. Потому что не мир сегодня должен руководить нас, не мир должен, быть ведущим, вести нас. У нас есть только один ведущий, и его зовут Иисус Христос. Давайте посмотрим еще тогда из книги Притч, Притчи 18 глава 11 стих. Если у вас есть возможность заглядывать, не только слышать, но по крайней мере помечать для себя, чтобы смотреть позже места Писания, которые я говорю. Притчи 18 глава 11 стих. Потому что очень важно, чтобы слово мы не просто слышали, но мы видели и слышали, чтобы оно отражалось в нашем разуме, в нашей памяти. Благословение на голове – это когда оно приходит в наши глаза, тогда в наши слова, в наши уста. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Смотрите, мы до этого читали о праведнике, который благословенна его голова, в доме его сокровищ, и его благословением возвышается город. На самом деле, может быть, ты не можешь изменить какую-то такую глобальную ситуацию, у нас в Якутске, ледоход сейчас спал, слава Богу. Ты не мэр города, может быть, ты не глава республики, ты не депутат, ты даже не глава какого-то муниципального образования, ни наследия, ни улуса. Но Библия говорит, что твоим благословением, то есть твоим правильным отношением, твоей молитвой, твоим исповеданием город может меняться. И много тому было примеров, я сам переживал, когда были наводнения, как сегодня, это такое достаточно у нас было серьезное, на грани, как было, по-моему, в 99-м, 2000-м. Я помню, как мы с библейскими студентами очень серьезно, сильно молились на
в нашем тогда офисе на Глухом переулке. И вода почти уже начала затапливать улицу Хабарова, там, Чернышевского. И она отступила. Хотя были затоплены Ленск, еще какие-то другие места. То есть сегодня ответственность за город, в котором мы живем, она стоит прежде всего не на экономическая ситуация, финансовые выплаты, я не знаю, там, здоровье, тот же вирус. Это зависит от нас, от наших молитв, от нашего исповедания, от нашей веры. И не только в том глобально, где мы там можем стать в молитве, там, молитва церкви, или молитва группы, или где-то мы, а просто твоя личная жизнь. Когда ты вот в своем окружении, ты можешь сказать своей семье, когда ты можешь сам просто для себя уверенно, знаешь, как Библия говорит, сердце мое уверено в нем, сердце его уверено. Бог хочет, чтобы твое сердце было уверено. И вот даже праведнику, при всем том, что да, благословен, сокровище, да, и Бог ему дает какую-то благодать вот, что-то менять, притча 18.1 говорит, что даже праведнику иногда приходится убегать. Ему нужна безопасность, ему нужна защита. И Библия говорит, что для праведника этой защитой является имя Господа. Вот сегодня я хотел бы сейчас плавно начинать переходить к акценту, то, о чем я... Это сейчас как предтеча, превью, прошу прощения. Это вступление. Имя Господа – это крепкая башня. Я, может быть, не буду сегодня вам раскрывать тему об имени Господа. Есть хорошие темы, проповеди, да? Что для нас имя Господа. Но, смотрите, я хочу, чтобы вы прочитали следующий 12 стих. Давайте прочитаем еще раз с 11 и 12 вместе. Притчи 18, 11 и 12. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как всякая ограда в его воображении. Когда мы читаем вот эти стих 11 и 12, кажется, как будто они не связаны. То есть 11 говорит об имени Господа, то есть что-то для нас это, мы имеем представление, мы понимаем, да? Там имя Господа, если, может быть, вы помните историю про Давида, когда он вышел против Голиафа. Почему он победил Голиафа? Давид победил Голиафа не потому, что он был такой сноровистый, потому что он умел хорошо кидать камни из пращи. Да, он, наверное, умел кидать, и он был, наверное, в меру. Но если вы будете вспоминать или потом придете о том, как это пишется в книге Царств, что он сказал: «Я иду во имя Господа Саваофа». То есть победа была не от Давида и от его умения. Бог лишь использовал то малое, что мог делать Давид. И сегодня, когда мы говорим, что благословением возвышается город, благословением может возвышаться твое окружение, где ты живешь, твои соседи на площадке или за твоим забором, твои коллеги, там, где ты в социальной сфере. Знаете, вчера ночью я не мог заснуть. Вначале мы долго готовились и настраивали, чтобы сегодня был Инстаграм и камера одновременно записывать, чтобы было хорошее качество в Ютубе. А потом я просто не мог заснуть, потому что физически была немножко какая-то тяжесть. И, в общем, в итоге я не мог заснуть потом уже до 6 часов. Но когда супруга уже где-то отключилась, наверное, часа в 4, я думаю, я 2 часа переписывался, ну не 2 часа, я, может, так скажу, наверное, в пределах часа я переписывался с одной мусульманкой в Фейсбуке, просто свидетельствуя ей об Иисусе, потому что это было в комментариях, кто-то выложил какую-то там идею, там какую-то мысль о Христе, и даже это было интересно, что это, так, если коротко, внук Назарбаева, это первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, его внук, бывший наркоман, якобы покаялся, и вот он сейчас везде в соцсетях, там в Казахстане, не знаю где, на каких-то там этих площадках социальных, он говорит, ну очень такой он как-то реакционный, как бы выступает, что надо ислам запретить, надо на законодательном уровне привести всех к Иисусу, вот, ну и немножко выдает какие-то интересные как бы перлы, вот, но не суть в этом. И вот одна девушка, она написала там, ее имя Амина, и она написала на все высказывания вот этого внука Назарбаева «идиот». И я просто спросил вначале, почему? Почему вот так вот?
И потом у нас завязалась беседа, и просто насколько возможно, щадяще как-то, знаете, иногда мы можем быть такими христианами, вот доказать, нет, вот Христос, все остальные неправы, там, мусульмане неправы, как бы, да, но мы не сделаем так правее Христа, мы не сделаем его так доступным, и нам нужно быть правым самим в себе, но нужно подбирать слова, это другой дух, это другое отношение, чтобы с уважением к вере людей понимать, что я не изменю его сейчас, вот единомоментно, я, может быть, не приведу его прямо сейчас. Возможно, может быть, у тебя будет такой шанс привести кого-то, но, может быть, ты именно тот человек, который только поливает. Ты благословляешь вот этот город, вот эту часть, вот эту вот какую-то сферу, какой-то тебе, которую Бог дает, да. Будь то в социальной сфере, будь то рядом, будь то где ты находишься, я не знаю, там движешься или еще что-то. И поэтому, возвращаясь, что нам, как праведникам, да, как описывает в притчах, нам нужна безопасность. То есть, так или иначе, есть такие моменты, нам нужно бежать к Господу, нам нужно бежать под Его покров, под Его покровительство. И вот второй как бы стих, 12, да, 18 главы, говорит об имении богатого. И я не знаю, как бы, да, я не беру сейчас сказать, что я вот теологически верно говорю о том, что вот так это и есть. Что 12 стих, он вытекает из 11. Но для меня, я хочу свою трактовку сейчас до вас донести, что имение богатого, нам нужно иногда, знаете, такое иметь мышление, как бы, знаете, такое трансформационное, как бы, да, не читать, не видеть то, что только я читаю, а видеть то, что Бог тебе хочет показать. Я, знаете, думаю, Бог, что иногда многообразно, по-разному может показывать себя не только через Слово, основное, конечно, через Слово Божье. Но иногда мне, я не знаю, как вам, Бог мне показывал через художественные фильмы, давая какие-то свидетельства из памяти. Я раньше смотрел какие-то фильмы и что-то поясняя через другие вещи. И тогда духовно подтверждая это. И поэтому 12 стих имения богатого для меня это напрямую вытекающий стих из 11. Смотрите, имя Господа – крепкая башня. Имение богатого – крепкий город. Крепкая башня – крепкий город. Крепкий город – это имение богатого. Крепкая башня – имя Господа. Я хочу вам сейчас поделиться, как бы вот из чего я как бы отталкивался, когда у меня уже где-то недели 3 назад приходило вот размышление, как бы, да, и о том, о чем я сегодня буду делиться. Я смотрел одну проповедь одного служителя, достаточно хорошего брата, служителя, который в Соединенных Штатах, русскоязычного. И он проповедовал, как бы, я не буду брать, как бы, тоже, да, проповедь, она немножко о другом. Но буквально в меня прям запал, зацепило, и до сих пор это вот как бы такой основной мыслью, которую я хочу сегодня раскрыть. Он говорил как бы о том примерно, что есть борьба между нашим духом и нашей душой. То есть есть двойственность природы. Вот. Но он буквально сказал такую интересную, очень важную часть. Смотрите, мы, когда мы без Бога, у нас ничего ценного нету. То есть, я имею в виду, как бы, знаете, вот в глазах вечности, в глазах духовного мира. То есть, дьяволу у нас брать нечего. То есть, люди мира, люди без Бога, они и так в болоте, они и так катятся в ад. У них ценного ничего нет на самом деле. Все это подачки мира, это то, что они там на себя, это написано там гордость житейская, да, похоть очей, похоть плоти, все, что они сами пытаются. То есть дьяволу на самом деле у людей мира поживиться нечем. Но у нас, как у людей Божьих, которые приняли Иисуса Христа Господом, да, и я другими словами сейчас как бы подойду, я просто прям прочитаю, да, как сказал примерно этот служитель, тот человек, у кого ничего нету, ну вот представь, да, бедный человек, там нуждающийся, бомж, как бы, да, там все у него там отобрали, обобрали, там война прошла, стихия, там цунами. Если у него ничего нету, у него и взять нечего. У него и так пусто. Если бы вор пришел в дом бедного человека, у которого уже последние вытащили до него, знаете, были такие моменты, не знаю, это как юмор, или когда воры приходили куда-то и хотели обокрасть кого-то, и видели, что там вообще Шарон покати.
Они даже сами что-то оставляли в том доме, чтобы, знаете, настолько это их затрагивало, что там не то, что взять нечего, там хуже, чем взять нечего. Но если у тебя есть что-то ценное, если это видно, что у тебя есть что-то ценное, когда в твой дом прийти, когда, знаете, сегодня люди криминальных структур, знаете, как они примерно, как бы, да, ну, особенно в начале 90-х, так вот, 2000-е, как они выбирали квартиры, чтобы, как бы, грабить, обчищать. Сейчас, может быть, другая какая-то схематика, да, но первое – это железные двери. То есть раньше был сейчас железные двери везде, направо и налево, но когда люди стали как-то немножко богатеть, обзаводиться капиталом, что-то прикупать, какую-то технику, они хотели сохранить это. И тогда они ставили железные двери. Это был первым признаком того, что вот здесь надо как бы и проверить, чем можно поживиться. Второй признак был такой, когда люди ставили стеклопакеты. Если у людей есть деньги на стеклопакеты, а не просто у них деревянные эти окна, значит, там точно что-то есть. И поэтому, когда у тебя что-то есть, вор всегда захочет что-то у тебя забрать. И поэтому, смотрите, да, имя Господа – крепкая башня. Для нас Бог, Его Слово, да, все, что с Ним связано, это и есть наша крепкая башня. То есть мы спаслись, мы уверовали, мы приняли Иисуса Христа. Он наше прибежище в нашем внутреннем состоянии, в нашем сердце, через Его Слово и через то, как нам поступать правильно, да, не так, как поступают люди в мире. И вот 12 стих, это и наше богатство. И то, о чем сказал служитель, другим самым, то есть Иисус, это и есть наша ценность. Если ты меня слышишь и отвлекается тебе тогда, потому что я не слышу ваше аминь, но тогда дай знак какой-то, покажи так, не знаю, так или что. Иисус, Он наша ценность, Он наша драгоценность на самом деле. И, ну, как бы я немножко забежал наперед, как бы я уже как бы раскрыл почти тему в смысле проповеди, как бы, да, что вот драгоценность, как бы, да, есть ли у нас драгоценность, какие у нас вообще есть драгоценности? Если бы я спросил у вас, да, что вот имение богатого крепкий город, да, вот какая-то драгоценность в нашей жизни, какие драгоценности, что для тебя является драгоценностью? Конечно, вы не можете мне сейчас ответить, у вас выключены микрофоны, но, допустим, возможно, давайте я буду за вас попытаюсь, как бы, представить, как вы могли бы, допустим, сказать, что является для вас ценностью. Возможно, для кого-то из вас ценностью являются ваши дети. Я сейчас не буду говорить о ценностях материальных. Все-таки мы духовные люди, и для нас более важны какие-то духовные ценности. Возможно, дети для тебя ценность, и ценность, чтобы тебе их вырастить, поднять, взрастить. Для кого-то, возможно, ценностью являются твои взаимоотношения с твоими близкими, с твоей женой, с твоим мужем, с твоими родными, может быть, родителями. Для кого-то вот твоя семья. Это вот та ценность, которая важна, чтобы сохранить. Особенно вот в это время, в котором мы живем, где все трещит по швам, и враг пытается просто изничтожить как-то и разрушить. Для кого-то, я думаю, сейчас возможно, особо, может быть, как-то вот ценность церкви, как семьи Божьей, что мы редко вообще видимся кто-то. Мы можем быть своими родными семьями, да, почти не встречаемся уже где-то 1,5-2 месяца. И, наверное, будет здорово, когда мы снова соберемся, даст Бог. И нам нужно молиться за это, потому что вот сейчас Госдума выходит на правительство и говорит о храмах, чтобы верующим была возможность вернуться в храм. И с одной стороны, и мы помолимся об этом в конце, и есть немножко радости об этом, что вот люди в Госдуме все-таки радеют об этом, но что очень важно, что там говорится о храмах тех, у кого есть храмы. А если у нас нет храма, а у нас аренда банкет-холла, нам нужно верить, что мы тоже войдем в эту категорию, что у нас будет возможность исполнять нашу литургию, исполнять наше служение Богу вместе, в том месте, где у нас будет по договоренности, и пусть Бог благословит и Госдуму, и правительство, что мы люди не другого сорта, а именно той возможности, чтобы вместе собираться. И поэтому, может быть, для тебя ценность церковь как-то станет более актуальной. Может быть, кто-то из вас чуть более духовный мог бы сказать,
Но для меня ценностью, кто-то, может быть, учился на библейских курсах, и можно так сказать, для меня ценность это праведность. Я оправдан. Я праведник. Другие обетования также насчет того, что является для нас драгоценностью. Но я хочу вас подвести немножко к другому сейчас. Чтобы понять, что такое истинная драгоценность в Новом Завете, включая всю Библию Ветхого и Нового Завета, да, нам нужно увидеть, мы же начали с чего, да? Мы начали говорить о праведнике. И там на самом деле много хороших мест, которым нам нужно еще раз будет возвращаться самим, может быть, читая, кто такой праведник, что касается праведника, какие обетования, чтобы понять о истинной драгоценности в нашей жизни, о правильной, весомой драгоценности, нам нужно понять, что Библия говорит о праведнике Нового Завета. Скажи сам для себя или для соседа, который с тобой рядом, праведник Нового Завета. И тогда, возможно, может быть, вы где-то читали что-либо, и, возможно, да, вы имеете представление, да, что-то, что Библия говорит и о праведности Нового Завета, и о праведнике, имеете свое представление, я имею в виду на основании Библии. Но я хочу вам сегодня показать немножко другую сторону. Я не хочу говорить о той праведности или о том, какие праведники мы должны быть. То есть сказать, кто такой праведник Нового Завета. И я бы потом вам проповедовал, вот каким праведником нужно быть. И вот у такого праведника будет драгоценность Нового Завета. Нет. Я вам сейчас дам в самое основание одно местописание. Иакова 5 глава 6 стих. Их, конечно, не одно, но мне будет достаточно этого одного. Иакова 5 глава 6 стих, где Иаков, проповедуя, говорит следующее. Я сейчас не помню, кому он это говорит, но так как будто он говорил тем, кому он говорил там, и в том числе и нам. Вы осудили и убили праведника, он не противился вам. Это не единственное, но то местописание, которое говорит, что Иаков, говоря об Иисусе Христе, свидетельствуя об Иисусе Христе, называет Иисуса праведником с большой буквы. В других местах Писания это может быть с маленькой буквы, это может быть не так, как можно было сказать, не концептуально, да, знаете, не так, что вот прям актуально, но сегодня актуально для нас. Сегодня я не буду говорить о праведниках. Сегодня я не буду говорить об образе праведника, которым нам нужно держаться в Новом Завете, чтобы соответствовать, чтобы быть в тонусе, да, даже как вот мы читали из притчи 18:11, что праведник ищет безопасности в имени Господа. Немножко не об этом. То есть я сегодня не буду говорить о тебе и обо мне, и что нам нужно, и как нам нужно. Это будет вытекать из того, ни о чем, а о ком я буду говорить. Поэтому вопрос... есть ли у нас драгоценность? Да, у нас есть эта драгоценность. Эта драгоценность – это праведник Иисус Христос. Аминь. Сегодня я хочу тебя и вместе с тобой подойти не то чтобы к новому пониманию, но к освежению, к обновлению, возможно. Сегодня я хочу говорить о том, кто мы во Христе. Потому что без Христа, без праведника Христа, наша праведность не имеет никакого смысла. Без Христа, без того понимания, без того осмысления глубоко в нашем сердце и каждодневного переживания этого, знаете, как человек сбивается с дороги, теряет, может быть, там компас из вида, и ему нужно снова посмотреть свой корабль, вернуть так и нам, наши отношения, наши взгляды, наши чувства, наши эмоции, чтобы вернуть на правильную дорогу, нам нужно сверяться со Христом, сверяться с тем, находимся ли мы в фарватере, находимся ли мы на правильном курсе во Христе. Поэтому сегодня я не хочу говорить о праведниках вообще, или о праведности вообще. Слава Богу за праведность. Потому что и праведность, если кто-то из вас, вы более углубленно имеете представление, понимание через обучение на библейской школе или курсах, праведность это не что-то от нас, праведность это не наши дела. Библия говорит, Христос есть наша праведность.
как Христос наша Пасха, Христос есть наша праведность. Вот сегодня, прямо сейчас я хочу говорить об этом, о том, кто мы во Христе. Поэтому давайте пойдем во 2 Коринфянам, 5 главу, 19 стих. Как все Бог запланировал, как Он все это сделал. 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Прямо вот с этого момента я буду прямо, если хотите, где-то у себя подчеркивайте, выписывайте потом, чтобы вернуться к этому, чтобы пересмотреть. Мы сегодня будем делать акцент, смотреть во Христе. Во Христе Бог примирил с собою. Бог не примирил нас с собою. Просто, это знаете, как договор, это как вот простил, как бы пришел к нам и сказал, я прощаю тебя. Он не простил нас или тебя и меня. Он простил во Христе. Если бы не было вот этого вот между, знаете, как, ну, не знаю, не совсем корректный, может быть, пример, как бы, знаете, булочка и булочка, и между ними котлета, вот гамбургер называется, да, там Биг Мак или что-то. Так вот, если между булочкой и булочкой нет котлеты, вкусной прожаренной котлеты, я не рекламирую фастфуд, как бы, да, пусть это будет что-нибудь еще другое, там, я не знаю, что-то можешь там намазать, положить между чем-то. Но вот если нет вот этого состава, знаете, как два кирпича, если между двумя кирпичами нет скрепляющего цемента, это может называться домом, но устоит ли этот дом? Поэтому тот гамбургер не может называться, и вот этот завет, завет в крови, завет в праведности, он не может быть именно истинным заветом, если там нет во Христе. Скажи во Христе. Да, хорошо, я верю, что кто-то из вас говорит, потому что ваши микрофоны выключены, и только у кого-то губы я вижу, как двигаются. Хорошо, Бог это совершил, это Его работа. Это, знаете, не хочу тоже далеко уходить, но когда обычно я учил в библейской школе, брал тему «Завет в крови Иисуса», когда Бог заключал завет с Авраамом, Он не заключил его с Авраамом. Мы не будем уходить в Писание, в Бытие, смотреть. На самом деле, если бы вы будете читать, Бог не заключал завет с Авраамом. Хотя говорится о завете с Авраамом, но на самом деле, когда происходили действия завета, когда там сжигалась жертва, когда было курение дыма, Авраам лишь рассек жертвы, но он уснул. Он был настолько слаб, немощен в своей плоти, что он уснул. И тогда Писание говорит, что это соединение, то есть вот это действие завета, заключение договора у Бога было между тем, которому нужно было прийти на Голгофу Иисусом Христом. Поэтому, когда мы сегодня говорим во Христе, это не просто Новый Завет, это то, что Бог дал нам. То есть, еще когда Авраам приносил Исаака, когда Иисус говорит, Авраам видел мой день. То есть, Бог отначально запланировал все во Христе. Все, что не во Христе, все, что идет не через Христа, это, знаете, как есть такое выражение, это все мимо кассы. Все, что мы делаем не во Христе, это не идет в зачет. Нам нужно это делать все во Христе. Нам нужно любить во Христе, нам нужно целовать друг друга во Христе. Нам нужно, да-да, я вижу, кое-кто нежность проявляет. Хорошо, Он примирил во Христе и нам дал это же состояние. Мы не можем нести примирение, мы не можем строить, распространять Царство Божие, как не во Христе. Давайте посмотрим 17 стих, здесь же 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Ну, не совсем корректное слово, может быть, переведенная тварь, оно не совсем такое слышится, как бы, да, тварь у нас более, но творение, да, вот то, что Бог произвел, да, тварь это творение, это вот как чего-то не было, что-то произошло новое. Так вот, новое произошло не потому, что мы приняли Иисуса. Мы приняли Иисуса, потому что во Христе Он примирил, Он открыл двери. Он и Его имя крепкая башня. Мы не можем убежать, если башня закрыта. Но башня Господня, она открыта сегодня. Она открыта для нас, она открыта для других. Но путь открыт для праведника. Неправедник не может войти в башню, не может войти в безопасность. Праведники сегодня, да, они
от всяких страхов, издыхают, изнывают. И будет все это еще больше и хуже. Библия говорит, мы новые, потому что мы во Христе. Но смотри, как только мы выпадаем из Христа, как только мы начинаем поступать по плоти, мы все еще можем ходить в церковь, мы все еще можем называться христианами, но мы не новое творение. Новое творение это, наверное, как золото или серебро. Библия говорит в псалмах, что Бог очищает свое золото и серебро. Вы знаете, что серебро имеет способность тускнеть, и золото теряет свой блеск. И тогда, чтобы нам быть, отражать Божью славу, как говорят, что луна, если не говорят, так и есть, луна не отражает никакого света на самом деле. Она не является, как, знаете, лампочкой. Как и лампочка сама не светит. Лампочка лишь проводит энергию, вот эту силу электрического, да, электромагнитных волн. Так и мы. Мы сами по себе не являемся светом. Буквально сейчас на ум пришло, кто-то, может быть, видел или слышал такое высказывание. Вы знаете про маяки, да? Маяк, он стоит в таком месте, чтобы в темное время суток или в туман давать свет кораблям, чтобы они знали, как правильно фарватер пройти, не напороться на какие-то преграды, которые в воде. И кто-то такое высказывание: маяки, они не бегают по острову, чтобы светить сюда-сюда. Маяк стоит, и он стоит на правильном месте. И он светит, чтобы дать свет другим, которые могли бы обойти какие-то препятствия. И в этом есть определенный смысл, потому что мы не светим сами по себе. То есть, знаете, такое, что я и проповедую, я и какие-то добрые дела делаю. Иногда мы можем войти в добрые дела и в какие-то, знаете, это уже от нас какой-то уже идет, И мы почему не замечают добрые дела? Почему я что-то сделал доброе, хорошее в церкви или еще кому-то, родным или близким? Но есть другой свет. Свет, когда, как написано в Писании, что свет да светит ваш пред людьми, но это не наш свет, это не мы, которые светим. Это Он, который светит, это свет во Христе. Мы лишь просто маяк, мы творение, но Он да светит. Аминь. И поэтому древнее прошло, теперь все новое. Древнее будет снова пытаться вернуться. Всякая плоть, всякая похоть, всякие неустройства, всякие обиды. Понимаете, о чем я говорю? Всякие наши несогласия, о чем говорит Библия, да? Похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, все эти вещи, зависть или еще что-то, или какие-то просто даже вожжа под хвост, какое-то недовольство или... Но нам нужно убегать в безопасную башню, крепость Господа, убегать в Его Слово, убегать в Его Дух, убегать в то место, где будет утешение, где Он будет говорить нам, где Он будет зажигать наш светильник. Сегодня, как никогда, особенно мы прям слышим, знаете, дьявол, он прям во все рупоры, в интернете, в телевидении, соседи, наши родственники, наш мозг транслируют нам: все плохо, без денег останемся, нас будут чипизировать, нас будут коронавизировать, все будет еще хуже. Господи, как жить, как пройти, как выжить? Знаешь, маяк, он не парится по поводу того, как ему светить. Он стоит там, где ему нужно стоять, и он позволяет кому-то заполнять себя маслом или заполнять электричеством, прочищать эти специальные отражающие светильники. Все, что нам нужно, это быть там, где мы должны быть, думать то, что нам нужно думать, и делать то, что Он хочет, чтобы мы делали. К этому я уже приду, я буду приходить к этому, да. Как говорит моя жена, практически о чем твоя проповедь? Я люблю мою супругу, она очень такая конкретизирующая, чтобы для людей это было полезно. Да, и духовно оно очень полезно, знаете, в нашей жизни, чтобы мы не просто читаем, что такое во Христе. Я сам, когда готовился, я думал: во Христе, во Христе. Что такое во Христе? О чем это во Христе? Я вроде как будто и знаю, как будто это первый раз. Знаешь, на самом деле во Христе это очень практично. Когда не ты поступаешь, как бы ты думал, когда не ты поступаешь, как тебя мир подталкивает из-за того, что ты наполнен всякой этой информацией. Во Христе это... Хотите знать, что это? Ну, хотя бы так покивайте головой. Но я вижу, бердигистякцы кивают, кангаласы. Об этом я скажу чуть позже. Хорошо, давайте еще посмотрим.
Ефесянам 2 глава 7 стих. Сегодня будет так немножко насыщено местами Писания, но я буду также ускоряться. Ефесянам 2:7. То есть мы читали, да, что Он примирил, сделал нас новым творением, и вот, и воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. И читаем дальше 7 стих. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости нам во Христе Иисусе. То есть Он произвел эту работу. Это было запланировано. Это во Христе. Он воскресил с Ним. Когда мы читаем слово «воскресил», мы не всегда, как бы, знаете, обращаем к себе, что это касается. Мы думаем, воскресение, это когда-то будет когда-то. Я хочу вам сказать, что Он уже воскресил тебя. И если ты еще сидишь на грешной земле, в своей тленной человеческой природе, которая потеет, обрастает волосами. Слава Богу, мне удалось перед этим собранием дойти до парикмахера и привести себя немного в порядок, потому что за 1,5 месяца это было уже что-то невероятное. Мы живем в теле, которое страдает, болеет, немощно, у кого-то давление, у кого-то еще что-то, у кого-то вес, у кого-то такие другие болезни, проблемы, у кого-то старение немножко накатывает, возраст, да. Но Библия говорит, Он воскресил с Ним. То есть, если Он Его уже воскресил, тебя Он уже тоже воскресил. Может быть, знаешь, даже сейчас ты еще не понимаешь об этом. Мы недавно, у нас где-то неделю назад была прям дискуссия с одним братом. Она хорошо закончилась, так благостно, что если читать Ефесянам на самом деле, что мы живем на этой земле. Мы сидим там, где мы. Я вот сижу за столом, меня снимают камеры, в Инстаграме идет трансляция, записывается, вы там, где вы сидите. Но на самом деле, я сейчас не хочу уходить богословски, да, но наша суть, это не касается того, где мы находимся сейчас. Да, для нас это основная, как бы, часть нашего бытия в мире. Но твое бытие, прежде всего, оно духовное. Мы дух, прежде всего. И когда ты смотришь интернет, телевидение или внешнее, это влияет на твою душу. И твоя душа начинает, как бы, знаете, твой разум, твои мысли начинают засоряться. Ты начинаешь там ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ты начинаешь погружаться, как в болото какое-то. Но это не значит, что твой дух должен подпадать и быть под этим. Твой дух, он уже воскрешен. И твой дух, хотя он в твоем теле, он не находится под влиянием этого мира. Это отдельная проповедь, конечно, да? Но когда мы говорим о воскресении и что Он посадил нас на небесах, это Он говорит о нашей сути. Что ты не плоть прежде всего, да? И у тебя душа, которая тебя то туда, то сюда куда-то влечет, чего-то хочет. Мы знаем такое, я как просто повторюсь таким высказыванием. Я дух, то есть я личность, я дух. И у меня есть душа. То есть душа, она управляющая, дух это царь. И у нас есть царь, царь царей на небесах. И если он царь царей и я царь, то он царствует. И здесь тогда может быть как игра слов. Я царствую с ним, а он царствует во мне. То есть мы на самом деле на небесах. Может быть, для кого-то из вас это парадокс. Но это должно приходить более и более, что я живу на земле, я хожу моими путями, я езжу на машине, иду в магазин. Но на самом деле мой истинный я, мой тот, который победитель, мой тот, который в башне Господней, мой тот, который управляет, тогда, когда приходит атака, когда приходят симптомы, когда приходит дискомфорт, когда приходит прессинг всего, что в мире происходит. Не душа твоя должна, она встречается, но последнее, точнее первое слово и последнее должно быть в твоем духе от Господа. Потому что ты не должен быть водим тем, что мир и твои чувства говорят. И мы об этом сейчас также поговорим. И смотрите дальше, да, 7 стих. То есть Он воскресил и посадил на небесах. Для чего? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Да, абсолютно я скажу, что когда говорится о грядущих веках, это значит, что это будет еще больше. Знаете, как ребенок, он родился, мы видим его как младенцем. Что он может? Он дрыгает ножками, он кричит, верещит. Но со временем он вырастает, он учится ходить, он
учится читать, писать, он, видишь, на глазах растет, у него получается что-то там, я не знаю, там играть на гитаре, решать математику, петь. То есть он начинает достигать чего-то, и вот он уже достигает чего-то в своей жизни, и он делает, может быть, что-то больше, и красивее, и лучше, чем ты. И ты горд за это, ты радуешься этим за своих детей, что вот они, знаете, это то же самое с нами. Когда мы новое творение, мы во Христе рождаемся. Вы знаете, как Бог радуется, как мы верещим, как мы бежим в наше первое собрание, ничегошники не понимая. Просто радуясь тому, что мы спасены, что мы среди братьев и сестер. Но со временем мы начинаем чуть больше понимать о каких-то дарах, о взаимоотношениях, о борьбе, об успехах, о поражениях, о том, что снова встаем, праведник упадет, но снова встанет. И тогда здесь говорится о грядущих веках. Это не значит, что когда-то вот будет преизобильные грядущие века. На самом деле Библия говорит из славы в славу. Аминь. То есть сегодня ты в одной славе находишься. Сегодня ты на одной ступеньке этой башни Господней. Но Бог хочет, чтобы ты поднимался по этому маяку выше. Чтобы ты больше поднимал силы и энергии наверх, чтобы больше света Его. То есть, с одной стороны, это Его работа дать свет. Но с другой стороны, пока кто-то не поднимется по лестнице маяка, пока кто-то не поднимется, чтобы залить масло, пока кто-то не поднимется, чтобы включить рычаг, это ты и я, мы с тобой, новое творение во Христе. Смотрите, опять же о богатстве говорится, да? Богатство, но не богатстве денег, алмазов, там, долларов, я не знаю, да? Это все прилагаемое. Богатство благодати Его в благости к нам во Христе. То есть во Христе будут открываться большие вещи. Больше будет мира. Больше будет утешения. Больше будет понимания, как выйти из той или иной ситуации. Именно во Христе. Когда ты не будешь бежать из-за того, что снимать мне деньги с банка или нет. Увольняться с работы, идти в прокуратуру, идти в суд, я не знаю, там, отвоевывать по справедливости свои права. Прежде всего, Божий шалом, новое творение, оно прежде всего в молитве, в покое. Оно обратится в своих мыслях, в разуме, в духе к Господу. Господь, что мне сделать сейчас? Я думаю, у вас есть свои такие примеры. У меня был вчера интересный пример моей драгоценной супруги, нет рядом сейчас. Но, вы знаете, иногда я сам не бываю таким человеком, что достаточно, может быть, достойно могу оценить по достоинству, с любовью, как бы, знаете, женщины такие существа, что им нравится, когда их выделяют даже таким, хотя это может непростой для кого-то способ, особенно для нас, для мужчин, для братьев, да, братья-мужчины, возьмите себе это на заметку, им нравится, когда им делают маленькие какие-то знаки внимания и дарят цветы. Если уж у тебя совсем все плохо, у тебя нет возможности пойти купить цветы, говорят, уже ландыши уже цвели, пойди нарви ландышей. Если нет ландышей, возьми, вырежи из чего-нибудь цветы, да, хоть так, по крайней мере. Если нет вырезать, возьми цветы где-нибудь, картинки, и пошли своей жене в WhatsApp или это в Инстаграме, чтобы сделать, да. Конечно, живые цветы, они более приятнее. И вчера вечером я оказался в такой ситуации, когда я так хотел подарить своей супруге цветы, но было уже поздно, уже был час ночи, и я не знал, куда я сейчас побегу искать цветы. У меня были всякие мысли, как где взять, откуда, вот сорвать дома ничего не выросло в виде цветов, вырезать не знаю. И, знаете, мысль пришла такая, в холодильнике есть фрукты и овощи. И есть люди, которые вот там из яблок делают, как-то вырезают, вот какие-то, знаете, такие, получается там какие-то, не знаю, там фиалки или что-то, какие-то цветочки. Вот, и я оказалось, что я совсем не мастер вырезать, делать вот такие какие-то, не знаю, как это называется, правильно, из чего-то вырезать. Я подумал, у нас там такие помидоры красивые лежат, может, с помидора. Не, понял, что с помидором ничего не получится. Я взял грушу. Я вам скажу, из груши тоже не получилось. Но, по крайней мере, знаете, вот этот подвиг моей души вылезся, что я просто нарезал дольками груши, положил на тарелочку, это были мои цветы. Я надеюсь, это в какой-то мере могло хоть чуть-чуть восполнить. Вот. И в этом плане, что Бог, Он в нас производит, даже в таких банальных вещах, когда мы можем простираться друг к другу, сделать, у тебя, может быть, нет много чего-то сделать, у тебя нет что-то, чтобы ты мог благословить кого-то в твоем окружении, в своей семье,
но даже маленькое что-то, потому что маленькое Божье в тебе является преизобильным богатством благодати Его, в благости к тебе во Христе Иисусе. Ты проявляешь что-то Его в себе, в своем поступке, и это благословляет кого-то. Аминь. Я надеюсь, вы понимаете примерно, о чем это. И вот тогда я сейчас хочу вам показать другой пример, более такой наглядный. Сейчас вы увидите картинку. Да, смотрите, как красиво, да, это жемчужина. Хочу буквально немного поговорить о жемчуге. Жемчужина, она, каким образом вообще она появляется, да, на свет Божий? Есть моллюски, да? Есть моллюски, вот эта часть моллюска уже, которая уже просто, как сказать, не живая, да? Это уже после обработки, это жемчужина, когда вот она уже в таком в предпродажном виде, да, вот в красивом. Есть еще у нас какие-то картинки для показа. Вот из жемчужин делают такие очень дорогие. На самом деле жемчуг очень дорогой. И вот это такая брошь или что это, вот заколка, наверное. Я думаю, еще, может быть, еще одна картинка. Да, или вот есть жемчужные такие ожерелья. Женщинам нравятся украшения. Женщины созданы для того, чтобы украшать наш мужчин, но чтобы они украшали нас рядом, они должны быть сами украшены. Поэтому им нужен парфюм хороший, им цветы нужны, хорошее настроение, их нужно поливать, их нужно благословлять, наших драгоценных сестер и жен. Вот. Но смотрите, да, чтобы жемчужина вот стала такой, какой она вот в таком презентабельном виде, на самом деле изначально все это далеко не презентабельно. Как это происходит? Вот моллюск, когда он находится в море, это живой организм. Если у нас это есть картинка вот этого сейчас живого, да. Вот этот моллюск, который уже как бы воспроизвел эту жемчужинку. У меня нет, сейчас я просто опишу вам примерно, как это происходит. Моллюск, он приоткрывает свои створки для того, чтобы получать вот какую-то пищу в воде. Я не знаю, чем он там питается, как бы, да, вот в воде каким-то там чем-то млекопитающим, там, не знаю, вообще чем мелким, да. Но вот если в его внутренность, в организм попадает маленькая песчинка, представьте, да, песчинка иногда там еле почти ощутимая, еле видимая, то для этого моллюска эта маленькая песчинка, она создает дискомфорт. Ему неудобно, ему неприятно, это что-то инородное. И тогда что происходит? Чтобы защитить себя, моллюск, он выделяет такие вот, не знаю, как это называется, ферменты или какие-то вот такой состав, может быть, даже вам это ничего не скажет, но он начинает эту песчинку обволакивать арагонитом и карбонатом кальция. То есть вот у него есть какие-то свойства, чтобы выделять вот этот арагонит и карбонат кальция, который мы называем перламутром. То есть вот эта песчинка слой за слоем. И по разным вот таким, по разной информации, которую я вчера пытался искать, от 7 лет до 13 лет, 7, 10, 13 лет моллюск может вот формировать вот эту жемчужину, да, и они могут быть разные. Сейчас, конечно, уже люди культивируют, уже приловчились уже на потоке воспроизводить за год жемчужины, да, искусственным образом. Но, знаете, когда я готовился, я не помню, может быть, я какое-то время назад, как будто мне просто в новостях или где-то я видел эту картинку вот с жемчужиной, потому что это как всплыло как бы для проповеди. И знаете, это просто картина нас, которые мы вот как песчинка в этом мире, да, как иногда нам кажется, мы такие малые, никому не нужные, никчемные, для Бога, как бы, да, песчинка в этом мире, ничего не значащая, как в этом песке этого мира, да. И мы попадаем куда-то, куда Бог нас помещает, то есть Бог открывает створки, Бог открывает вот эту крепкую башню. И мы не являемся чем-то, знаешь, приятным по своему поведению, по своей натуре. То есть мы были грешниками, мы не были приятными для Бога. Это не значит, что Он нас не любил и Он не послал Сына Своего. Но Он берет нас. И это не происходит так, что Он просто взял, вырвал грех, и мы сразу раз, чих-пых, чуфыр, и все, мы стали святыми и праведными. На самом деле, вы знаете, да, если кто не знает, вы узнаете больше об этом, что когда мы спасаемся, спасается наш дух.
наш внутренний человек, он возрождается заново. И тогда наша душа, вся наша жизнь, до тех пор, пока мы не предстанем пред Господа, пока мы не оставим вот эту земную храмину, мы не умрем, мы не уйдем, будет процесс обновления, будет процесс, что наша душа, и вот этот процесс, как эта песчинка, да, вот мы, с одной стороны, маленькие такие вроде в глазах Бога, но при этом значимые, в этом грехе, но который неприятен для Него. И Он все равно принимает нас через боль Христа на кресте, через то, что клятие. И тогда Бог этой благодатью через кровь Иисуса начинает нас обволакивать. И вот этот процесс, долгий процесс нашей жизни, что слой за слоем, сотни слоев нужно, чтобы получилась вот эта красивая жемчужина. И прям забегая немножко наперед, смотрите, что интересного в этом. С одной стороны, это мы, которые как песчинка, мы становимся жемчужиной. И мы можем сами себе тогда подумать: о, я стал жемчужиной, о, я праведник, но теперь-то я выше этих грешников, теперь это я живу по-другому, теперь, и знаете, наша жизнь может как бы немножко превозноситься, мы немножко можем удаляться от этого мира, как бы этому миру нужно спастись. Но вот это я хочу вас немножко вернуть буквально назад. Вы помните, как я сказал, моя проповедь сегодня не о праведниках Нового Завета. Моя проповедь сегодня об одном праведнике. Сделай вот так вот палец в виде 1. Скажи об одном праведнике. Сегодня мы не говорим о нашей праведности, о моей и твоей. Сегодня мы не говорим о том, кто есть праведник, я или мой брат. Сегодня мы говорим праведник Иисус Христос. И если я в Нем, во Христе, тогда и я праведник. Если я в Нем, то тогда эта жемчужина, это уже не я. И нам нужно не забывать об этом. Эта жемчужина, это Он. Он покрыл меня настолько, что я потерялся в Нем. Я растворился в Нем. И тогда вот этот свет, вот эта слава, которую Бог хочет явить, преизобильное богатство и далее, это Он, который хочет явить себя миру, а мы лишь просто в Нем. И чем больше будет Его, нам не нужно будет заморачиваться, нам не нужно будет удивляться. И давайте посмотрим еще буквально немного мест Писаний, но таких, просто я вас быстренько прям интенсив проведу. Смотрите. 1 Петра 5:10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе. Он призвал тебя в славу. То есть быть в Нем, быть в жемчужине, это есть твоя слава. Поступать не так, как ты, это и есть твоя слава. Поступать, то есть как Он. И потом написано: при кратковременном страдании вашем утвердит, укрепит и сделает непоколебимыми. То есть да, эти страдания, да, вот эти слои, год за годом, день за днем, ситуация за ситуацией. Но Божьей благодатью мы можем быть лучше. Мы изменяемся к лучшему, я верю. Мы не хуже становимся. Да, проходим через какие-то тернии, но Он призвал нас в свою славу. Римлянам 6:11. Просто прям пойдем по этим местам Писания. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. 6 глава, это просто вообще отдельно. Это что-то, с чем-то нужно читать и как бы утверждаться, да. Мы умерли для греха. И нам не нужно просто однажды умереть. Нам нужно умирать для греха каждый раз. Умирать в каждой ситуации, в каждом гневе, в каждом несогласии, в каждой эмоции неправильной, в каждой неправильной мысли. Все, что не от Бога, это в том, для чего мы должны умереть. Потому что если мы не умрем для этого, это будет пытаться жить в нас. Жить какая-то негативная, неправильная. Поэтому это не просто одноразовое. Это вот именно что? Отворачиваясь от греха, убегаем в крепкую башню Господню. И вот там мы живем. Мы живем, когда мы в Слове, мы живем, когда в Духе, когда Дух говорит нам. Быть живыми, мы не мертвыми, мы живые. Живые для Бога только тогда, когда во Христе. Не сами по себе. Если я во Христе, тогда я живой. Если жизнь Христова во мне, значит я во Христе. Если во мне плоть, ой-ой-ой, надо проверять, почему я вышел из башни и куда меня не туда понесло. Римлянам 6 глава, 23 стих. Там вообще говорится о том, если по каким правилам ты живешь, то есть в какой сути, атмосфере ты живешь, да?
То есть там, где мертв, то есть там, где грех, там мертвость, мы читали, да, вот 11 стих. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. То есть наша жизнь, когда в ней есть грех, это то, что разрушает. И нам нужно разбираться с грехом. А точнее, нам нужно позволить Христу разбираться с грехом. А разобраться с грехом легко. Нам нужно убегать во Христа. Нам нужно не просто даже убегать. Даже Новый Завет на так. Нам нужно ходить во Христе. Аминь. Не просто убегать раз от разу. Нам нужно ходить в Нем. Потому что наградой за это, то есть хождением во Христе, наградой будет дар Божий, жизнь вечная. Римлянам 8 глава, 1 и 2 стих. Вот прям, оно как, знаете, одно из другого вытекает. Нам не нужно жить во грехе уже. И апостол Павел говорит, нам не нужно, чтобы праведность усилилась, нам не нужно, чтобы грех был большим. Да, он будет большим. А у них больше грех, а у нас больше праведности. Римлянам 8, 1, 2. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Знаете, буквально такая маленькая остановочка. Часто есть христиане, может быть, вы сами сталкивались, сами, не знаю, может, как-то так употребляли это, да, читая вот это местописание вот до того, как я прочитаю. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Все. То есть, если я во Христе Иисусе, подразумеваю, что я схожу в церковь, то есть я верующий, у меня Библия есть, как бы, да, вот, и я знаю что-то из Священного Писания, то и не осуждайте меня. Но на самом деле нам нужно читать полный контекст. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут. Аминь. Нам не нужно, знаешь, входить во Христа на воскресенье в зуме или когда мы соберемся, или входить, когда ты Библию читаешь, а потом выходишь. Есть масса людей, которые читают Библию, живут по-своему. Есть масса людей, которые знают Библию, а поступают так, как Библия вообще не говорит. И я говорю, даже есть неверующие люди, но есть верующие люди. Есть верующие люди, которые читают Библию и в церковь входят. Но там, когда им нужно поступить правильно по духу, они не послушаются Духа Божьего. Они не имеют этого знания Духа, знания Слова, чтобы потом они удивляются, как я в это попал, как я на эти грабли наступил, как это со мной произошло. Может быть, с вами происходили такие вещи. Мы оказывались там, потому что в тот момент мы не были под Духом, мы не были в Духе вообще. Быть в Духе, это значит быть в Нем, во Христе. Аминь. И поэтому написано здесь, живут. И живут тогда во Христе, и не по плоти, но по Духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Знаете, здесь такое есть физическое объяснение, очень простое, да? Понятие закона Духа жизни, который освобождает от закона греха и смерти. Вы знаете, есть такой закон Ньютона, по-моему, да, закон всемирного тяготения. Закон, все, что бы ты ни кинул, оно обязательно упадет, потому что оно будет притянуто землей, магнитным полем Земли. И до определенного времени этот закон, он не был, опровергнут, что ли, или пока ученые со временем, кто-то из ученых не обнаружил такой закон, называется закон термодинамики. Вы знаете, что птицы, они имеют способность по мере сил, когда они, сколько у них есть сил, могут отрываться от земли и летать. И на них определенное время не действует закон всемирного тяготения или закон притяжения. Так вот, закон греха и смерти, как закон притяжения. Если я сам своей силой, как бы я ни пытался бросить курить, выпивать, ругаться, обижаться, я не знаю, просто дуться или просто реагировать эмоционально, все равно это будет меня обратно возвращать туда, с чего я пытаюсь. Я, может быть, могу лучше выглядеть, могу пытаться покрасивее поступать, но когда никто не видит, я могу снова наступать на грабли. Но есть закон, как закон над законом тяготения, притяжения, закона аэродинамики. Это как самолеты, как птица. Почему она взлетает? Потому что Богом в нее заложена способность какое-то время, сколько у нее есть сил, откуда-то сорваться там или разбежаться и взлететь. Так и самолеты. Они используют тот же самый закон. У них есть способность использовать этот закон. Закон Духа жизни – это закон аэродинамики. То есть мы можем быть выше чувств. Мы можем быть выше обстоятельств.
Мы можем быть выше того, что сегодня говорит мир. Что это значит? Будь во Христе, ты будешь выше. Аминь. Будь выше эмоций. Будь выше того, что, опять же говорю, повторяюсь, да, что даже в семье происходит. Сегодня может быть какая-то искра между тобой и женой, там, между детьми. Пусть Бог даст тебе, у Него есть мудрость. Если мы прислушаемся, если мы остановимся, не будем торопиться, если мы успокоимся, даже если мы уже дров наломали, мы скажем: Господь, что-то не так клеится, что-то не то. Помоги, нуждаясь, просто внутри даже. Даже где-то вот из обременения, где-то из тяжести, где-то даже из обиды, где-то даже из непонимания, но к Нему Господь, Он придет с нежным утешением, чтобы успокоить тебя, дать шалом и показать выход. Показать, прежде всего, знаешь, мы не светильник, прежде всего, для других светить, знаете, как фонарик в глаза. О, я тебе свечу путь истины, мусульмане покайтесь, там, неверующие покайтесь, ты в глаза им светишь, они вообще не понимают, куда идти и что. Прежде всего, вначале осветить себе дорогу, а потом осветить не в глаза им, а посветить туда, куда ты уже сам ходил, и ты можешь показать. И то же самое в отношениях, то же самое, когда мы можем позволить Иисусу посвятить нам. Может быть, мы не туда зашли, не те слова, не те мысли, не те чувства. Нам казалось: о, мы столько делаем, мы там для Бога радеем, мы там жизнь почти полагаем, почти на алтарь положили. А Бог говорит: ты все это делаешь из своих источников. А Бог говорит: я хочу быть твоим источником, я хочу быть силой энергии, я хочу быть твоим светильником. И смотрите далее, 2 Коринфянам 2:14. Но благодарение, 2 Коринфянам 2:14, если вы не поспеваете, хотя бы где-то отмечайте для себя. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Торжествовать — это то же самое слово, как, знаете, торжество, триумф. Это связано, когда в Риме проводили пораженное войско перед всем римским государством, что мы их победили, мы их поработили, и их царь идет во главе как раб. На самом деле Бог дает нам торжествовать, Он дает нам триумф над нашей старой жизнью, над рабским мышлением, над грехами, над плотью. Да, может, не всегда у нас успешно это получается, но получается. Ведь все-таки получается. Почему? Потому что если без Христа ничего бы не получилось. Но все-таки получается, слава Богу. Ефесянам 2 глава 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Как мы уже говорили, да, кто новое, то кто во Христе, тот новое творение. Мы сотворены им, во Христе созданы, чтобы делать добрые дела. И знаешь, добрые дела — это не только перевести старушку, там, волонтерство произвести. Доброе дело — это прежде всего дело послушания. Это когда ты в тот момент, когда Бог через тебя хочет сделать что-то доброе. Не ты хочешь сделать, а Бог через тебя хочет сделать что-то доброе по отношению к твоим ближним. Может быть, просто обнять своего сына или дочь, взять за руку любимого человека, посмотреть с улыбкой. Сделать мало. Ты не можешь, может быть, сбегать ночью за цветами. Ну, я не знаю. Тогда у Бога есть идеи, что ты можешь сделать. Даже малое, но малое Божье. Это преизобильная Его слава. Ефесянам 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это очень актуальная тема, это прям отдельная проповедь о прощении. Нам тогда бывает трудно прощать. Кто-то нас обидел в церкви, кто-то родные, нас не понимают. Мы переживаем отверженности. Где-то в церкви, знаете, я не выложил, но в Фейсбуке кто-то читал или нет, я хотел выложить церковный чат. А оказывается, сейчас, вот в это время, когда происходит пандемия, коронавирус, есть какие-то трудности в церквях, оказывается, есть много церквей, где есть падение служителей, есть пастора, которые упали, есть пастора, которые проходят очень трудные моменты, есть пастора даже, которые умерли, и есть пастора, которые закончили жизнь самоубийством. Конечно, не только пастора проходят тяжелые моменты. Я думаю, что есть люди в церкви, конечно же, проходят трудные моменты. Где-то без обеспечения, без финансов, одни, много отверженности. Но так важно и хорошо не забывать, что служители, они переносят двойную, может быть, тройную тяжесть. Они на острие, знаете, как ледокол, который колет лед на острие. И тогда им нужна поддержка хотя бы молитвой, хотя бы добрым словом, хотя бы благословением во Христе.
не от себя, но так, как Христос может через тебя. И даже если у тебя есть коррекция к пастору, к служителю, пусть она будет во Христе и в Духе. И тогда здесь написано «прощайте друга». Это вообще такая заповедь, которую, если мы не простим, Писание предупреждает нас, что мы можем оказаться вообще не там, где мы не хотели бы оказаться. Но он говорит, чтобы простить, нужно как Бог во Христе простил. Бог не просто простил нас. Возможно, и Богу было достаточно, наверное, как сказать, трудно, что ли, да? Но Он во Христе это смог. Он во Христе это произвел. Поэтому, чтобы нам простить кого-то, всегда смотри на Христа. Позволь Христу в тебе эту жемчужину прощения возгреть, умножить, чтобы она была, знаешь, таким благословением для того, кого ты прощаешь. Не просто, ну прощаю, ладно, все, отстань от меня, прощаю тебя. Чтобы твое прощение было наполнено, я прощаю, я люблю тебя, и я хочу с тобой строить дальше. Аминь. И то, что нам поможет в этом, и я уже подхожу ближе к завершению, Филиппийцам 2 глава 5 стих. Опять же, без того, чтобы это Христос сделал в нас, мы, конечно же, сами не можем. Как я уже говорил, это во Христе, это даже, знаете, как сказать правильно, это не моя работа. Это не то, что я вот во Христе, и когда я во Христе, тогда я что-то делаю. Вы помните, я хотел вам сказать, да, как это работает? Помните, да, я вас спросил, да? Хотите вы знать, как это работает? Так я вам хочу просто, не откровение может быть, но просто как напоминание. Это не работает, что я во Христе, и теперь я молодец, теперь я успешен, теперь я смогу всех прощать, все преодолеть, всех благословлять, и вот такой я буду молодец. Во Христе это когда ты как песчинка, и в тебе Он вырастает, и Он нарастает до того состояния, когда ты бы своей силой не мог простить, ты бы своей силой не мог перенести, ты бы своей силой, я сейчас даже не хочу привести примеры, но представьте людей, которые были в концлагерях, еле выжили, остались живыми, и потом есть реальные примеры, когда они видели тех, кто были надсмотрщиками в концлагере, которые убивали людей, и даже убивали их родных и близких. Такая ситуация была, одна проповедница, ее звали Кори Тен Бум, она увидела на проповеди того надсмотрщика, который убил ее сестру, застрелил ее. А она, представьте, она проповедовала о прощении. И когда он подошел к ней на служении, она сказала следующие слова про себя. Он дал ей руку. Руку, чтобы получить прощение и примирение. Но в тот момент все, что она переживала, это было больше ненависть всего, что поднялось в ее сердце, в ее разуме, в ее чувствах. Убийца ее сестры, который убил много людей, в том числе ее сестру. Но она про себя сама сказала: Господи, то, о чем я сейчас проповедовала, мне нужна Твоя сила. И Бог дал ей силы. Слава Богу за Бога. Бог дал ей силы. Она протянула ему руку. Сказала: я прощаю вас. Что нам нужно для того, чтобы прощать, так как мог Бог во Христе простить. Филиппийцам 2:5 говорит об этом. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Что такое чувствование? Это не то, что ты чувствуешь, когда нахлынула волна, повлияла погода, твое физическое состояние, физиология, какие-то симптомы. Это когда посреди, может быть, твоей боли, твоей немощи, твоего непонимания, почему с тобой так поступают, Бог может дать тебе силы. Может быть, ты еще не пошел к тому человеку, чтобы сказать: я прощаю тебя. Может быть, вначале ты можешь в своем сердце сказать: Господь, дай мне силы, чтобы иметь правильное сердце к тому человеку. И тогда Бог будет обволакивать твою боль. Он будет обволакивать твою печаль, твое желание
какой-то мести или справедливости даже. Знаешь, Божья милость, она больше справедливости. Поэтому это образ мысли, который у Христа, это то, что может привести тебя не только к образ мыслей, к образу действий Христа. Поэтому, когда мы во Христе, это Христос, который поступает через нас, это не мы. Ты, может быть, думаешь, я хочу как-то сгладить свои отношения со своей женой. И ты думаешь, хорошая мысль, пойду куплю цветы. Может быть, это не твоя мысль. Это мысль Духа. То же самое, как простить своего врага. Как простила Кори Тен Бум. Поступить иначе. Во время увольнения, во время, когда все так происходит, когда хочется подняться, пойти на баррикады. Послушай, наши баррикады, они прежде всего в Духе Святом. Мы должны на баррикадах во Христе победить плоть в нашей жизни. Иметь там победу, в крепкой башне. И тогда увидеть, куда светит светильник Господень. Филиппийцам 4:7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Он будет соблюдать. У Него есть эта сила, у Него есть эта слава, у Него есть эта благодать, чтобы наши мысли соблюдать, чтобы направлять все, что нам нужно. Сядь на Божьи санки, сядь в Божий поезд, сядь в Божий лайнер, сядь, чтобы ты двигался в Божьем направлении. Пусть твои мысли двигаются в Божьем направлении, твои чувства, твои поступки. И тогда ты увидишь, что из точки А ты попадешь в Божью точку Б, а не в какую-то другую. И там будет преизобильная и благодать, и слава. Что значит чувство Иисуса? Что значит Он дает нам соблюдать наши сердца и помышления? Это значит думать и поступать как праведник Иисус. Он один праведник, нет других праведников. Нет праведника Вячеслава, Федора, Елены, Марии, Зои. Есть только один праведник. И о праведнике, который говорится в Библии, и говоря о нас, мы праведники в Нем. Если мы не в Нем, мы не можем быть праведниками. Мы праведники во Христе. И давайте откроем последний, буквально пару мест Писания, я завершаю. И мы будем еще тогда молиться, и будет время поклониться Господу и делать что-то еще. Это Колоссянам 1 глава, 28 стих. Но я прочитаю вам с 26 стиха. Колоссянам 1 глава, основное в 28, но невозможно не прочитать с 26 стиха. Потому что в 28 стихе говорится также о том, что во Христе. Но что этому предшествует? Колоссянам 1, 26-28. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». То есть была тайна. Бог открыл эту тайну. Но эту тайну Он открыл в нас. То есть в нас, которые приняли эту тайну. То есть Христос и есть эта тайна. Это тайна богатства славы. То есть это что-то, что еще до нас должно доходить, и оно еще откроется впереди невероятным образом, да? Откроется не просто, знаете, как, я понял фокус. Бог не фокусник. Он откроет механизмы, которые заработают еще могущественней. Ты ездил на велосипеде, это было замечательно, но Бог хочет дать тебе машину, Бог хочет дать тебе управлять лайнером, воздушным лайнером, большим лайнером, круизным лайнером. То есть где больше механизмов, где больше силы, энергии, благодати. То есть богатство славы в тайне Христос, упование, славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости. Для чего все это? Чтобы представить всякого человека совершенным. На самом деле Бог видит всякого человека совершенным. Совершенным это не то слово, знаете, супергероем, Бэтменом там, или не знаю, каким-то еще там Ильей Муромцем. Совершенным это значит завершенным, значит полноценным, полным, достаточным, завершенным. Бог видит тебя в своей славе завершенным. Не то, как ты сейчас где-то проходишь какие-то казусы, нюансы, спотыкаешься, но завершенным,
но наша завершенность, она во Христе Иисусе. Завершенным. Скажи завершенным. Совершенным. Завершенным во Христе. Каждый день Он совершает нас, чтобы быть во Христе. И это великая тайна, которая на самом деле более открывается. И знаете, это сладостно видеть вас, как бы, кого я вижу, я не перелистну для себя на своем, чтобы кого-то еще увидеть. Слава Богу за вас, те, кто присоединился в разных местах, не только в Якутске. На самом деле вы великая тайна Божья. Бог в вас откроет свою тайну, свою славу, свою благодать. То, кто вы есть, то, что вы есть, это невероятно, что откроется. Вы жемчужина, с одной стороны, но с другой стороны это Он жемчужина. Поэтому моя проповедь называется так: мы во Христе, и Он в нас. Драгоценная жемчужина. Мы Его жемчужина. Мы для Него драгоценная. Но Библия говорит, что кто-то узнал, что есть жемчужина, которая продается. Пошел, продал все свое имение ради одной жемчужины. Наша жизнь, наше имение не стоит ничего, кроме жемчужины, кроме той драгоценности. И дьявол, он сделает все, чтобы попытаться увести тебя в сторону, украсть у тебя эту ценность, перевести твое внимание. Но сегодня Бог хочет говорить в твое и в мое сердце, говорить тебе не только во время проповеди, там, где ты вечером, днем, где бы ты ни был, в какой-то ситуации, проходя. Бог хочет этой жемчужиной, знаете, жемчужина, она красивая. И Бог хочет больше жемчужин в твоей жизни, больше ценностей Христа, больше благодати, больше обетований, чтобы у тебя было, как сказать, с чем сравнить, было больше, что ценить, не потерять это, не растерять это, чтобы не предлагал мир, чтобы как дьявол не пытался, как он Адаму предложил, как он Христу предлагал: вот тебе возьми камень преврати, вот поклонись мне, вот сбросься. Знаешь, у дьявола много предложений. Но Библия говорит, Он дал нам торжество, торжествовать, Он дал нам триумф. И последнее местописание, это Филиппийцам 1 глава 8 стих. «Посему, имея великое во Христе дерзновение», говорит апостол Павел, он пишет Филимону про Анисима, по-моему, потому что до этого он был его рабом, убежал от рабства, но потом принял Христа. И вот Павел возвращает Филимону этого бывшего раба, но он говорит Филимону: прими его теперь как брата. Да, он остается рабом по социальному статусу, но теперь он больше, чем раб. Он теперь твой брат. Мы разные по социальному статусу друг другу. Кто-то чуть богаче, кто-то нет. Кто-то недавно пришел в тело Христово и, может быть, вообще наладан дышит в своих финансах. Кто-то пережил сейчас затопление дома, возможно, там и вообще как бы, да, социально как бы тяжело. И, конечно, мы должны поддерживать, любить и благословлять, кому тяжело, быть внимательными. Но сейчас немножко о другом. Я хочу взять первую часть этого стиха. Не о том, что апостол Павел говорит про этого раба и увещевая Филимону, он говорит: у меня есть дерзновение приказывать тебе. На самом деле я хочу просто как бы немножко провести такую грань. Прочитаем: посему имею великое во Христе дерзновение. Есть и другие места Писания о дерзновении. Послушай, мой брат и сестра, у тебя на самом деле во Христе есть дерзновение. Дерзновение – это уверенность. Дерзновение – это полное доверие Богу. Что бы ни происходило, через что бы ты ни проходил, чего бы тебе сейчас не хватало, как бы тебе не было тяжело, может быть, ты просто иногда на грани даже, на грани своей жизни, и тебя могут посещать какие-то мысли и какая-то глубокая отверженность. Самое главное, что тебе важно и хорошо, просто успокойся. Просто услышь Его нежный голос. И Его нежный голос, Он укрепит тебя. Просто, если ты где-то отошел или вышел из безопасного места, как говорит притча 18 глава, праведник убегает в имя Господне. Убегай в Его Слово. Возвращайся к Его благодати, к Его Духу. Там, где ты начнешь слышать Его. Там, где Он начнет утешать тебя. Там, где Он начнет ободрять тебя. Не ради ободрения только тебя. Послушай, Бог не есть Бог только ободрения тебя. Мы не эгоисты, мы не праведники-эгоисты.
Бог хочет ободрить тебя, чтобы у тебя было великое дерзновение ободрять других. Чтобы у тебя было великое дерзновение правильно, от сердца, с любовью, с прощением простираться к другим. Чтобы ты был тем сосудом, той жемчужины, в которой Иисус, Он может сиять. Поэтому, дорогие, мы будем проходить через что-то, мы что-то проходим. Кто-то кого-то теряет, или что-то теряем, что-то оставляем, где-то проходим через трудности. Слава Богу за хорошие дни. И пусть хорошие дни будут, но хорошие дни не зависят от день, может быть, в твоем сердце, даже когда ты будешь в тюрьме. Хорошие дни могут быть в твоей жизни, даже когда ты лишишься денег. Хорошие дни, хорошее самочувствие может быть тогда, когда болезнь, она может просто сковать, взять тебя за горло и душить тебя. Хороший день – это день с Господом. Хороший день – это твой настрой. Ты включил канал? Твой канал – это God TV, это Божий канал. И тогда ты смотришь. А когда ты смотришь, ты можешь передавать то, что ты смотришь. Ты смотришь Боге, и Бог передает через тебя. Я хочу помолиться, чтобы вот это во Христе, это не было просто, знаете, как некая теория. Во Христе это реальная жизнь. Это жить как Он, поступать в каждой отдельной ситуации, чувствовать Его и позволить Ему делать это через тебя. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать, за Твою работу, что в каждой отдельной ситуации, Господь, в каждой маленькой или большой, Господь, жизненной, какой-то ли трудности, через которую мы проходим или будем проходить. Господи, во Христе это значит, когда я успокаиваюсь в Нем. Это когда Его Слово говорит во мне. Это когда я могу поступать не от своих эмоций, а от своих чувств. Это когда Он ведет меня и направляет. Это когда я успокаиваюсь. И тогда, когда я получаю уверенность. Тогда я абсолютно знаю, что какие бы ни были симптомы, какие бы ни были чувства, как бы ни говорили обстоятельства, я знаю, что ждет меня дальше. Потому что свет Божьего Слова, свет Божьей истины, Он говорит в моем сердце. И тогда я могу быть этим светом, я могу быть этим светильником. Свет Христов, Он досветит во мне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Драгоценный, пусть свет Христов освещает вас, освещает ваши жизни, освещает ваши ситуации. Он больше всего. И Он с нами, и Библия говорит, где двое или трое, Он посреди нас. Он прямо сейчас посреди нас. Мы Его церковь, мы Его вселенская церковь. И мы сильнее, как никогда. Мы разделены, но мы не отдалены на самом деле. Мы еще больше вместе. Как знаете, вот чем я закончу, как такая картинка была юмористическая. Дьявол сказал: я разделил твою церковь, теперь они не могут собираться вместе. На что Бог ответил: теперь они будут в каждом доме. Пусть Бог будет в каждом доме. Аминь.